Добрый день, ассаляму алейкум, друзья. Меня зовут Владимир Агафонов, я шеф-повар ресторана Ирей Хоспер Холл Эджер. Сегодня я хочу приготовить и рассказать, как сделать ресторан у себя дома, как сделать и провести выходные более ярко, более насыщенно, как сделать из обычного обеда или ужина праздник. Расскажу некоторые секреты, может быть полезные, может быть кто-то уже о них знает, а может быть нет. Уверен, что вы что-то новое для себя возьмете, подчеркнете, и оно наверняка пригодится. Сегодня я приготовлю рыбу. Использовать буду те продукты, которые у нас всегда под рукой, которые у нас всегда находятся на рынке. Как правило, недорогие, легко доступные. Сегодня некоторые такие секреты вам открою, расскажу, покажу, как из простых продуктов сделать уникальную вещь. И удивить, тем самым удивить наших гостей. Так, пеленгас. Почему пеленгас? Это простая рыба, она недорогая, она местная, она очень вкусная, диетическая. В чем уникальность сегодняшнего нашего блюда? В том, что мы готовим и будем готовить параллельно сразу два, если так можно выразиться, блюда. Да? Это основное с подгарнировкой и соус. Соус — это тоже блюдо. Как правило, мы не должным образом уделяем и считаем, что соус — это что-то такое волшебное, что-то такое космическое, и проще пойти в магазин купить, чем что-то сделать самому. Я покажу, что это на самом деле очень просто, что это намного красивее и полезнее, чем что-то магазинное. Ну и как, опять же, повторяюсь, если вы позволите такой фразой, как сделать ресторан у себя дома, я покажу, как это сделать очень легко. И еще немаловажный такой момент, что блюдо очень простое, и по времени оно не займет много у вас времени. Для этого нам понадобится, в общем-то, уже подготовленная рыба, сливочное масло, оливковое масло, белое сухое вино и немного воды, либо бульона, если у вас имеется под рукой. Мы будем готовить такой диетический вариант. Выливаем сюда бульон либо воду, добавляем белое сухое вино, интенсивное кипение, спирты будут испаряться, а вот насыщенность, да, чем характерно вино, оно будет оставаться и придаст нашему блюду такой усиленный, насыщенный вкус. Сливочное масло смягчит и придаст сливочную нотку, да. Оливковое масло тоже сыграет свою немаловажную роль. То есть сочетание вот этих масел. У нас рыба диетическая, да, повторюсь, она не жирная. То есть если мы будем готовить семгу, здесь, конечно, надо немножко приоритеты сместить и сделать немножко что-нибудь полегче. А в данном случае одно другому не будут мешать, и как раз вот сочетание оливкового и сливочных масел как раз придаст вес нашему блюду. Что мы еще делаем? Обязательно соль, перец. Я использую и вам советую перец свежемолотый, то есть работаю мельницей, потому что аромат, который раскрывается при помоле, это, конечно, ни с чем не сравнимая вещь. И перец, который уже готовый, молотый, продается уже в пакетиках, конечно, лучше не используйте, потому что никакого эффекта не будет. И мы в этот подготовленный бульон погружаем нашу рыбу, включаем на минимальный огонь, и она должна томиться. Когда вы будете солить либо перчить, не забывайте, что жидкость, которая у нас присутствует, она будет испаряться, и чем больше будет испаряться жидкость, тем соль будет становиться более ярко выраженная. Поэтому лучше посолить слегка и поперчить слегка, и досолить в конце, нежели мы посолим, как положено. Попробуйте бульон, он покажется вам не соленый, но уверяю вас, когда он на треть испарится или на половину, он приобретет очень неприятный, насыщенный, как мы говорим, пересол. Пока у нас готовится рыба, мы сделаем с вами соус.
Для этого нам понадобится желток, мандарин в виде фреша. То есть это натуральный мандарин, с которого я извлек сок. Можно использовать все, что угодно. Если вы любите немножко покислее, можете добавить лимон. Если вы хотите апельсин, пожалуйста, апельсин. Но на мой вкус, на мою точку зрения, на мой вкус, мандарин, он более ярко выраженный, и он придаст такую нотку для нашего блюда. Желток, соль, желток мы смешиваем с оливковым маслом. Маленькой струйкой мы вводим и интенсивно мешаем. Это классический соус, родина его Испания, он называется айоли. То есть ничего такого сверхъестественного нет. Его можно делать с чего угодно. Испанцы его делают в зависимости от региона. Кто-то делает с грушей, кто-то делает из других фруктов, которые характерны для того или иного региона. То есть поэтому мы тоже, в принципе, можем включить фантазию, которая нам необходима. Вот, добавить яблоко, да, которого очень много у нас, оно недорогое. Не обязательно делать его к рыбе. Этот соус можно сделать гуще, да, за счет пюре яблочного или грушевого. Какую-то добавить нотку, например, хрена или какой-то остроты и подать это к мясу, или вообще сделать из этого закуску. У нас, как у испанцев, сиесты нет, но почему бы нам ее не устроить? Вот. Хорошенько перемешали и добавляем мандариновый фреш. Очень простой соус, который делается вот буквально 3 минуты. Сейчас мы еще секунд 30. Рыбка наша себя очень хорошо чувствует. Почему слабый огонь? Потому что при сильном кипении бульон будет мутный. Его, кстати говоря, потом можно будет использовать. Допустим, делаете какую-то уху, можно оставить, или сделать какой-то соус, использовать этот бульон на следующие выходные. С ним ничего не случится, он прекрасно себя будет чувствовать в холодильной камере. Вот, плотненько закроете его крышечкой, и все. Соус наш готов. Попробуем. Отлично. Меня все устраивает. Соль. И вообще, зачем мы солим? Такой небольшой экскурс. Соль это является природным усилителем вкуса, поэтому мы все с вами солим. И даже если вы готовите какое-то сладкое что-то или в соусе должно преобладать такая сладость, вот, все равно надо слегка подсолить, потому что вот этот усилитель природного вкуса, он придаст такую насыщенность. Рыба готовится примерно максимум 10 минут. У нас прошло достаточно времени. Я хочу закинуть молодой горошек. Вот. Его можно использовать, если мы с вами это блюдо готовим летом. Да, у нас полно нашего горошка, который есть на рынке. Можно использовать свежемороженый горошек. Главное его не передержать. То есть я вот погружаю горошек в наш бульон буквально на 2 минуты. Почему на 2 минуты? Я не хочу, чтобы он поменял цвет. Я хочу, чтобы с ним он немножко набрался вкуса вот этого бульона. И все. И выключаю. Наше блюдо практически готово. Теперь мы начинаем заниматься тем, что всех пугает. Это подача. Почему мы не хотим это делать дома? Мы считаем, что это что-то сверхъестественное, и лучше сходить в ресторан. Я покажу, как это сделать максимально просто в наших домашних, так скажем, бытовых условиях. Мы должны помнить и вселить в себя ту мысль, что мы с вами художники. Тарелка перед нами, холст, и мы должны выложить все
красиво, чтобы не было хаоса, чтобы максимально было много элементов при подаче. И ложить их аккуратно, чтобы каждый сегмент выделить. Чтобы разнообразить нашу подачу, я вам сейчас расскажу несколько секретов, которые мы можем сделать у себя дома. Например, пыль. Очень много овощных отходов, безусловно, присутствует. Зелень, которую мы порезали, хвостики, как правило, мы выкидываем. Может быть, кто-то использует это при варке бульона, но, как правило, это все у нас выкидывается. Я вам предлагаю это не выкидывать, выстелить на разнос и дать хорошенько этому высохнуть. Пусть уйдет у вас на это дня 3-4, но это реально. Потом перебить это все в блендере, просеять через сито, и у вас получится вот такая замечательная пыль, которая может служить как декором и как натуральной специей. Если вы там маринуете мясо, например, или вы рыбу хотите пожарить на открытом огне, если у вас есть такая возможность, это будет замечательная специя, это будет натуральная. Или вот морковь, которую я сделал из обрезков, да, там, если мы натираем, вот эти части, которые остаются, тоже мы, как правило, можем выкинуть. Или долго лежит в холодильнике, вы ее не используете, да, и она уже такая подвявшая, тоже нарежьте ее, высушите, перебейте через блендер, пропустите через сито, и вообще будет вот такая замечательная штука. Или же, если у вас после какого-то застолья осталось немножко овощей, да, там кусочек баклажана или кусочек кабачка, можно так вот тоненько нарезать, постелить на силиконовый коврик, дать немножко ему высохнуть и потом использовать как замечательное украшение. Или же вы любителей фрешей всевозможных, тоже вот жмых, который остается, его тоже ни в коем случае не выкидывайте. Из этого можно сделать либо, опять же, пыль, либо спрессовать, добавить яйцо, сделать, раскатать тонким слоем на силиконовом коврике и сделать такие замечательные штучки. Вот, например, лук. Я предлагаю вот так вот на перья, разобрать его на перья и погрузить его в свекольный фреш. Из жмыха свекольного мы можем сделать пыль, а из фреша свекольного мы можем сделать вот такие замечательные луковые штуки, которые мало того, что покрасятся, мы потеряем горечь, которая характерна для лука, которую мы не всегда любим его за это. И плюс он напитается и приобретет вот этот свекольный насыщенный яркий вкус, который не просто украсит наше блюдо, но и добавит изюминку. При приготовлении я не использовал лимон. Я из лимона выдавливаю весь сок, а из цедры делаю такую соломку и потом погружаю в лимонный сок, добавляю сахар и выпариваю, чтобы жидкость ушла, вся эта кислота осталась на сковородке и карамелизировалась вместе с сахаром. И мы декорируем, это тоже можно сделать в домашних условиях. У вас на это уйдет максимум 40 минут. Но вы получите такую необычную вещь. Это будет, если вы позволите сказать, контрольный в голову нашим гостям. Рыба наша готова. Мы начинаем с рыбы. Начинаем рыбу, потому что она у нас ведущий мазок на нашем полотне. Потом мы добавляем горошек. Все должно быть предельно аккуратно. Вот. Теперь соус. Соус я люблю подливать. Я никогда не выливаю в данном случае на рыбу. Не хочу ее залить ни в коем случае, потому что мы не должны лишать права выбора гостя. Да? Если гостю не понравилось, он может как-то продукт все-таки отдельно кушать. Далее мы используем нашу цедру, да, которая как раз таки заменит нам дольку лимона, к которой мы все привыкли, и наш лучок. Если вы это безумие подадите, ваш выходной превратится в ваш праздник, и вы удивите самого
прихотливого, самого ворочащего нос гостя 100%. Микрозелень это тоже такая вещь очень простая. Достаточно просто купить семена. В данном случае это редис, темный редис, есть зеленый редис. Просто просеять и просто за этим следить. То есть можно проращивать все, что угодно. Нут, маш, чечевицу, редис. Все это очень легко, все это очень просто. Ну и последний штрих – это наша морковь, которая придает не только, как вы видите, да, внешний вид потрясающий, но и, конечно же, если мы зацепим при поедании, употреблении данного блюда, зацепим немножко этой морковной пыли, она, конечно, добавит свою нотку, свою характерную сладость и ни капельки не испортит, а лишь подчеркнет нашу потрясающую композицию. Дерзайте, экспериментируйте. Экспериментировать, как я вам показал, можно с чем угодно, с любым продуктом. У вас обязательно это все получится. Просто помните, что достаточно лишь только захотеть, и праздник можно сделать с чего угодно, в какой угодно день. Главное подходить ко всему без страха и с любовью. Поэтому я вам желаю экспериментировать, не бояться, и чтобы у вас получались вот такие прекрасные, потрясающие вещи. Приятного вам аппетита!